Этот маленький оазис, спрятанный от глаз прохожих, настоящая отдушина для Хасмагомеда Курскиева. Сад, посаженный его отцом, для него словно возможность вновь очутиться в беззаботном детстве. Его отец Хадрис Ибрагимович Курскиев был призван в ряды советской армии в мае 1941 года из горного селения Лежги. Стрелок 554-й воинской части, службу проходил на Украине, под Львовом. А уже в 1942 году получил медаль за оборону Ленинграда. Он бы так и продолжал воевать, если бы не тяжелые ранения. Операция 43 году заветалась. 43 году там бенги. Хадрис всегда отличался любовью к труду, тягой к земле. Всегда что-то сажал и выращивал, а земля отвечала ему щедрым урожаем. Любимое дело продолжил и в Казахстане. Через 16 лет Хадрис вместе с семьей, на тот момент у него было 2 дочери и 2 сына, вернулся в родные горы. Осел в родовой башне, где жил до высылки. Жизнь началась заново. Он начал строить дом и мечтать о собственном саде. Воспоминания об огромных карпатских фруктовых рощах и память о казахстанском саде не покидала фронтовика. Так он и решил разбить сад здесь, буквально на скалах. Во многом благодаря другу, который приехал на Кавказ навестить Хадриса. Çok urs hakadi hon duh krakde dolu urvatsu yok. Dolu dil mukamal en işte bir siyaka es kurdu yuvar. Yuvar da saçı bot beyan çıkan genece turtu. Hacı genece. Так и началась история сада. Слива, айва, груша, яблони, вишня. Рядом с новым домом, который стоит здесь и поныне, Хадрис вместе с сыном успел посадить порядка 50 деревьев. А на другом склоне рядом с башней начал сажать грецкие орехи, около 60 саженцев. Чтобы они лучше приживались, удобрял черноземом и поливал. Так и разошлась слава о саде по всему Лежги. Соседи со всей округи приходили полюбоваться им. В 1986 году Хадриса Ибрагимовича не стало. Старые раны, да и сахарный диабет вдобавок подорвали здоровье ветерана. Ася Курскиева, которой на тот момент было 12 лет, с теплотой вспоминает дедушку и детство, проведенное в саду. Я где-то в 6 классе была, когда его не стало. Помню я его. Такой высокий, красивый, добрый. Всегда постоянно около лоз ждал. Так, качели, яблоки собирали, раздавали, все дети здесь игрались. Сейчас дело Хадриса продолжают его внуки и правнуки. Сын Хасмагомед уже не может, как прежде, приходить сюда и ухаживать за деревьями. Он уже почти ничего не видит, но зато помнит каждый камешек и каждое деревце. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.